конечно, будет здорово. Но пока мы отстали. Мы, например, в атомной отрасли впереди всей планеты, абсолютно. Там замкнутый ядерный топливный цикл. И, кстати, нужно взять пример с атомной отрасли по культуре безопасности. Вот культура безопасности на заводах по сжиганию вокруг них должна быть на высочайшем уровне, потому что цена жизни – это ядовитые выбросы, если вдруг что-то произойдет. Но поскольку уже сотни заводов, где-то почти 2000 уже заводов работает по этой технологии, то, конечно, бесспорно можно рекомендовать эту технологию. Но культуру безопасности и автоматический контроль, независимый от людей, должен быть внедрен обязательно. Просто как мера, вот с пожарными инспекторами надо разобраться, потому что противопожарное плохо у нас. И вот с этим делом. Спасибо, я извиняюсь, что... Спасибо большое, Владимир. Значит, я все-таки немножко прям ставку навели. В отличие от атомной энергетики, в нашем случае выбросов аварийных быть не может, потому что система контроля отходящих газов, если что-то происходит, она просто прекращает подачу мусора в котел, и горение прекращается. Поэтому в нашем случае таких вещей быть не может просто. Вот за атомную я могу сказать, вот в атомную точно не может уже, потому что были случаи. А, к сожалению, все 3 мусоросжигательных завода, какие есть в Москве, они очень нехорошую нам рекламу с вами делают. Поэтому то, что культура безопасности должна быть очень высокой, это бесспорно. Это бесспорно. Конечно, может быть, сравнение вам и не нравится, но опасность здесь есть. Нет, смотрите, опять же, у нас немножко дискуссия такая, но тем не менее я не могу, так сказать, удержаться, да, все-таки. Мусоросжигательный завод там, в той же Москве, да, отличается от того, что мы строим, примерно как «Жигули» от БМВ. Вроде как машина и машина, да, только у одной есть АБС-система и системы курсовой устойчивости, а другой нет. Поэтому одна может на скользкой дороге улететь в кювет, а другая, в общем, скорее устоит. Поэтому все-таки не так. Нет, мы с вами про одно и то же говорим. Я поэтому поддержал эти технологии. Если вы сказали, что построить аналог мусоросжигательного первого завода, который есть в Москве, я был первым против. А эта технология действительно высочайшая, но контроль за ней нужен. И это аксиома, и она должна быть выполнена. Я думаю, что эта полемика может продолжаться очень долго, поэтому я... Информационное агентство ТАСС, Руслан Кисенбаев. Вопрос касается экономического интереса инвестора. Какой здесь интерес преследует инвестор и источник средств, выделяемых на этот проект? Значит, средства, выделяемые на этот проект, это чисто коммерческие проекты, финансироваться будут на условиях проектного финансирования, проектного банковского финансирования, соответственно, в пропорции основное финансирование будет банковское и будет акционерное финансирование. А с точки зрения коммерческого интереса, это, собственно, получение, в том числе и прибыли, это реализация электрической энергии, это получение установленного тарифа за эту электрическую энергию. И на сегодняшний день с компаниями АГК-1 и АГК-2 заключены договоры поставки мощности, в рамках которых эта мощность будет поставляться на оптовый рынок электрической энергии. А можно уточнить объем этой энергии, который планируется извлекать из этого завода, первое, и все-таки конкретно в пропорциях 28 миллиардов и кто сколько выделяет на проект? По поводу энергии, как я уже сказал, мощность заводов московских 70 мегаватт с каждого завода, мощность завода здесь в Татарстане 55 мегаватт. А по поводу пропорции, это 20 на 80 классическая пропорция. Теоретически, как сказать, такая пропорция, как написано во всех финансовых учебниках. Газета «Коммерсант», Кирилл Антонов. У меня несколько вопросов. Во-первых, не очень понятно, у нас вроде АГК-2 оператор, а отвечает за него сегодня на пресс-конференции представитель АГК-1. Вот. И есть вопросы, почему именно выбрана площадка Васильева, там жители против, как вы с ним будете работать, если какие-то рассматриваются альтернативные площадки, есть ли они сейчас, и почему мощность 550 тысяч тонн. Насколько я знаю, вот как раз 600 тысяч тонн мусоропроводных испытаний ежегодно, а вот согласно этой брошюре только 30%
завод, то есть откуда остальной объем мусора будет браться. И срок окупаемости завода. Спасибо. Смотрите, но, как я уже сказал, и как было сказано на слайдах, заводы будут запущены в эксплуатацию, к сожалению, не сегодня, а только лишь в конце 2022 года. Поэтому баланс образования мусора мы смотрели прогнозный, а не текущий. Да? Это первый момент. Ну и другими словами, я надеюсь, что благосостояние населения Татарстана улучшится, и мусорить население будет больше. Поэтому отходы будут образовываться больше, а это означает, что население будет больше потреблять. А это означает, что... Вот. А то, что касается площадки, значит, насколько я знаю, администрации рассматривались несколько площадок, но данная площадка, она явилась наиболее эффективной с точки зрения и потоков мусора, то есть она стоит в центре потоков, потому что мусор будет идти из Казани, из района. Она находится вблизи доступных сетей, дорожной сети, то есть посредством близости федеральной трассы, насколько я понимаю, будет полностью убран поток мусоровозов через жилые кварталы. Рядом находятся сети электрические, значит, и вода, канализация. То есть вот эта площадка выбрана как наиболее оптимальная с точки зрения потоков мусора и инженерных коммуникаций. То есть вы хотите сказать, что решение уже принято по осени? Да, площадка на следующий день находится в реализации. Пожалуйста. Общественные слушания еще не прошли. Общественное слушание проходит не на площадку, а на проектную документацию. Для того, чтобы проектную документацию сделать, нужно сделать экологические изыскания до конкретной площадки, чем мы сегодня занимаемся. Завод будет реализация. Идет процесс перевода земли. Пожалуйста. У меня вопрос к вам. Предположим, завод построили, мусор собираем, разделим, все это делается. Что делать с тем мусором, который миллионами тонн лежит на свалках? Вы будете, не вы, будет ли этот мусор выбираться оттуда и везтись на этот завод, или же будет гнить также? Нет, значит, данная технология и данные заводы не предназначены для переработки уже находящегося на полигонах мусора. Не предназначены. Поэтому на эти заводы пойдет мусор, который образовывается вновь. Соответственно, это означает только то, что этот мусор не будет поступать на полигоны и необходимо будет проводить рекультивацию и консервацию этих полигонов. То есть, другими словами, для того, чтобы прийти к полевому захоронению, значит, мусор идет на завод, а полигон, соответственно, останавливается и соответствующим образом рекультивируется. Позвольте вопрос. Бизнес-онлайн. Хотел бы уточнить, недопустимо однозначно сжигание, потому что это тоже бывает опасно. И все-таки, что будет с отходами этого сжигательного завода, потому что, насколько известно, в территориальной схеме там предполагается наличие все-таки еще одной свалки для отходов, или нет, на емкости 3 миллиона тонн, рядом с заводом. Что это, зачем? Значит, рядом с заводом ничего такого не планируется. То есть территория, площадка, которая есть на сегодняшний день, территория составляет порядка 10 гектар. Это как раз та площадь, которая необходима под строительство завода. Значит, соответственно, ничего другого вокруг завода строиться не будет. Первое. Второй вопрос. Что будет с этим? Да, значит, еще один вопрос, что нельзя сжигать точно. Ну, понятно, да, что нельзя сжигать батарейки, ртутные лампы, там, колесные покрышки. То есть такая классика жанра, которую, по-моему, знают очень многие, да, и это сжигать нельзя. А что будет с заводом с шлаками, значит, здесь мы также точно велосипед не изобретаем, мы идем по опыту наших швейцарских, в том числе, коллег.
Шлак не представляет из себя никакой опасности, и в случае опять же Швейцарии он перерабатывается в дорожные материалы, строительные и для строительства. Мы предполагаем действовать таким же образом. Зола, существует технология, но в данном случае вот швейцарцы или там типа, в Лондоне вот мы ездили специально на один из заводов, существует технология карбон-8, которая опять же переводит эту золу в безопасный продукт, и он отправляется также точно на изготовление строительных материалов. Я вижу, Елена хочет явно что-то сказать по этой теме. Елена Щекова, главный проекта «Энергия расходов». Вы знаете, я хотела бы сказать по поводу тех отходов, которые будут приниматься. На завод будут приниматься предварительно отсортированные твердые коммунальные отходы. Если мы говорим о федеральном классификационном каталоге отходов, то, как правило, это отходы группы 7, далее 3.1, 3.0, то есть только твердые коммунальные отходы. Безусловно, никаких кислотных содержащих, никаких ртутных ламп, аккумуляторов, батареек не будет приниматься на завод. Все это предварительно отсортировано. Нами будет организован входящий радиационный контроль, а помимо радиационного и визуального, естественно, на соответствие ЕТС будут проводиться химические анализы отходов, поступающих на завод. Тем самым будет полностью исключено, как правило, прием отходов, которые запрещены к сжиганию. То есть мы говорим с вами о предварительно отсортированных таковых. По поводу сортировки мусора, хочется понять, в данном случае у вас есть заводы, есть, сейчас существует. Вот этот вопрос все-таки, наверное, в данном случае региональным операторам, то есть они будут строить дополнительные мусоросортировочные заводы, то есть сколько их будет? 1, 2? Я понимаю, что все-таки вопрос больше, когда будет завершен к региональным операторам, да, давайте, может быть, тогда чуть потом оставим этот вопрос, если останется времени, да, тогда, пожалуйста, вопрос по... Аргументы и факты, Венера Вольская, не знаю, кто ответит. Вопрос по месту тоже, по площадке. Получается, место выбрано, а экологическая экспертиза по месту не проводилась. Как так получилось? То есть сначала экологи должны были одобрить или не одобрить место. Может, мы не слышали, общественность не слышала экологов. Да. Давайте. Да, я поясню. Есть Марианна Дмитриевна, ей почему-то Марианна Дмитриевна, она за кафедрой мониторинга службы народа. Микрофон включите, пожалуйста. О, простите. Марианна Дмитриевна за кафедрой, как раз, которая занимается в Российском университете дружбы народов. Российский университет дружбы народов единственный из университетов, таких достаточно крупных, который имеет экологический факультет. И вот она там этим вопросом, очень много занимается, кстати, уже занималась этими вопросами, в том числе и общественной экологической экспертизы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы хотела отметить по поводу места выбора. Вы говорите, что должен был пройти экспертизу места. Нет такой экспертизы, один по выбору места площадки. Площадка входит в комплекс АВОС, и в том числе должны быть предложены в комплексе в этом альтернативные варианты. И эти альтернативные варианты всегда рассматриваются. Другое дело, что один из вариантов является предпочтительным с точки зрения, скажем, тех же самых инфраструктурных преимуществ, да, экологической безопасности, близости к населенным пунктам и так далее. Существует целый ряд критериев, по которым выбирается такая площадка. Поэтому основной вариант он есть, да, но всегда есть альтернативный. Это вот я то, что хотела сказать. Еще я бы хотела ответить немножечко добавить по поводу проблемы полигонов и переработки. Да, я хотела сказать, что с полигонами, безусловно, проблема существует. Сейчас она самая острая на сегодняшний момент. И способов, скажем, переработки отходов из полигона, вот у нас, например, мы на Кафедре как раз этим сейчас занимаемся, в частности, оформляем патент на такую технологию, то есть в этой основе этой технологии лежит биорекультивация, я бы сказала так, аэробная биоремедиация с последующей утилизацией оставшихся фракций, то есть отсев и потом переработка. То есть такая технология позволяет полностью реконструировать полигон, то есть не оставить, скажем, измененный рельеф, да, а полностью потом использовать такую землю под какому-то любому назначению.
Скажите, это тоже химические реагенты будут использоваться? Нет, аэробная биоремедиация – это аэробные биоцинозы, которые близки по своим свойствам к природным, собственно говоря, из природы они берутся. То есть это те бактерии, ну я попроще скажу, да, те бактерии, которые в присутствии воздуха, да, в основном на полигонах идут процессы метанового сбраживания, связанные с тем, что недостаток воздуха в содержавшихся слоях полигона. И поэтому органика разлагается именно метаногенными бактериями. А если обеспечить приток воздуха, что сделать достаточно, в общем-то, просто при наличии тех же скважин, которые сейчас, например, будет включено для аварийной дегазации, так называемой, да, я лично полностью против этого способа, потому что он просто варварский. Это сжигание газа, в котором есть все, безо всякой очистки вообще. То есть это относится как сказать, такой выход из критической ситуации, но программный литературный этот метод. То есть, по крайней мере, перед сжиганием хотя бы надо удалять опасные компоненты, там, допустим, хлор содержащий, там их масса, да, в газе с полигона. Вот. Поэтому в этом смысле, да, вот, аэробная медиация, она позволяет, скажем, ускоренно интенсифицировать процесс разложения органической составляющей и потом быстренько переработать этот материал. Особенно это важно, конечно, для тех жителей, которые там в непосредственной близости сейчас живут рядом с полигоном. 150 метров полигон, например, Балаковского. Эти же микробы будут сжирать и пластик, и целлофан? Нет. Значит, говорите, да, технологии, нет, они не разлагают пластики, хотя мы такие исследования тоже проводим сейчас. И оставшиеся как раз пластики, и оставшаяся фракция может быть подвергнута пиролизу с использованием того же самого свалочного газа для того, чтобы замкнуть цикл. То есть на самом деле есть такие разработки, и мы ими занимаемся. Я буквально два слова, дорогие коллеги, я просто не могу не сказать, как член Российской академии наук, мы сейчас берем курс, и кто слушает внимательно передачи там из Курчатника и Клочука и так далее, природоподобные технологии. Например, есть так называемый глубоководный трубочник. Это животное, живущее между животным и растением, водоросль, но живая водоросль, которая живет на 10 тысячах метров с ним внизу, она питается сернистым газом. Вот если ее соединить с норильским никелем, да, это будет очень хороший продукт. А кто сумеет изобрести, чтобы кто-то ел пластик, ну в смысле какая-то анаэробная, там, любая другая бактерия, чтобы ела пластик, а при этом сама бы не гадила еще больше, это будет вообще мировое достижение, потому что мусорные острова в океане достигают десятков тысяч километров. Это огромная проблема, вообще говоря, современности. Это мы вступили в эпоху антропоцена, то есть геология и мусор соединились. Это очень серьезная проблема. Поэтому вот работы, проводимые у Марианы, они очень важны. Бактерии, они, ну как, у нас с вами бактерии везде. Я хотела добавить новые тоже направления исследований. Они хорошие. Если вот эти хорошие бактерии будут уничтожать и культивировать полигон, это будет хорошо. Спасибо большое, Владимир. Пожалуйста. На мой вопрос